Добрый день, друзья! Я сегодня хочу рассказать вам о непобежденном бойце из Якутии, о Игнате Андросове. У него на сегодня рекорд 4:0 и все победы добыты досрочно. Он также является чемпионом Сахарена. Это якутский промоушен по национальному виду спорта Капсагай. И он обладатель 2 поясов данной организации. Сейчас мы смотрим фрагмент из финала, где он борется с Прокопием Петровым, с чемпионом России по вольной борьбе. В финале боролись до 3 побед, и Игнат Андросов побеждает 3-ю схватку и становится чемпионом данной организации. Он также является чемпионом республики по вольной борьбе. Этим летом он в финале встретился с Егором Пономаревым. Егор Пономарев является также чемпионом России по вольной борьбе и серебряным призером чемпионата России. И в первом периоде Игнат Андросов со счетом 10:0 одерживает победу. Игнат Андросов раньше боролся за Республику Таджикистан, но по ошибке тренеров его включили в состав сборной республики для чемпионата России. И там выявили о его гражданстве Республики Таджикистан и сняли с турнира и дисквалифицировали пожизненно. Таким образом, он не может бороться за пределами республики на международных турнирах, на чемпионатах России, на чемпионате мира и так далее. Но у него открылась новая возможность проявить себя на смешанных единоборствах. Сейчас мы посмотрим его первый бой против Андрея Кузьмина. Это, по-моему, битва на Амуре. И смотрим, как уверенно начинает свою первую профессиональную схватку Игнат Андросов. Мне очень импонирует его стиль боя. Он не дожидается, не стоит, не проверяет. И сразу же начинает бой и пытается довести дело до конца. И у него пока все очень хорошо получается. Первый бой он выиграл так молниеносно. И вот смотрим его второй бой против Владимира Вильдича. Владимир Вильдич очень хорошо работает снизу. Взял плотный захват шеи. Сейчас посмотрит. Если бы я был бы большим чиновником или большим бизнесменом, если, в общем, у меня была бы возможность, я бы отправил бы из Якутии 2-3 парней в Америку, в хороший клуб, топ-тим или еще какой-нибудь, чтобы ребята там тренировались и, возможно, там их заметили бы матчмейкеры организации как Bellator или UFC, и, возможно, их пригласили бы на отборочные турниры. В общем, я бы испытал судьбу и сделал бы на них, на 2 или на 3 парней свою ставку. Игнат Андросов уже возрастной, ему уже 31 или 32 года уже. Время идет, возраст свое берет, мы все это знаем, и мы вообще не имеем права пропускать возможность испытать его на крупных турнирах. Мы увидели, как он вышел из плотного захвата шеи, также вышел из неудобного положения, рычаг локтя. Мне кажется, многие бы уже сдались бы. И посмотрите, как он взял руку левую
между ног и схватил за шею. Такого приема я больше нигде не видел, и наверняка мы еще раз увидим такое исполнение. Так, мы сейчас смотрим третий бой Игнатия Андросова, где он встречается с Каландаром Магомедовым, двукратным чемпионом Приморского края. Вот после завершения UFC в Москве 9 ноября очень многие опять вспомнили о Андросове. Типа все пишут, что вот Игнат хорошо бы участвовал на любом турнире, на любом уровне, почему его никто не продвигает, почему он до сих пор сидит без боя и так далее. Было очень много вопросов, и вот я решил снять данный блог. Но по последней информации Игнат сказал, что он ведет переговоры с каким-то промоушеном. Конкретно они не сказали, какой промоушен, но двумя промоушенами ведут переговоры. Сразу же ребята вступают уже бескомпромиссный бой. Оба горят желанием победить. Видно, никто не убегает, никто не стоит. И вот Игнатий опять попал отдал шею. Вот до этого боя тоже отдал шею, но вышел и здесь тоже отдал. Этот момент, мне кажется, его надо в будущем как-то избегать. Может попадутся сильные соперники и уже не отпустят. Но он опять удачно выходит с опасного положения. Ищет свой захват. У Игнатия Андросова прозвище Волк, но его многие прозвали Анакондой из-за его мертвой хватки. В народе называют Анакондой, а официально у него прозвище Волк. Как все мы знаем, что полярный волк и наш якутский полярный волк самый крупный из всех волков мира и самый сильный. Все остальные волки по сравнению с полярным волком, ну, как шакалы маленькие. И Игнат Андросов очень характеризует именно наш северный полярный волк. Взял свой захват. Переворачивает, фиксирует ногу и все. Третья досрочная победа Игнатия Андросова. В первом раунде на второй минуте 29 секунде удушающим становится победитель Андросов Игнат, город Якут! Сейчас мы посмотрим четвертый бой и последний бой Игнатия Андросова. Он прошел летом прошлого года. Прошло уже 1,5 года, как он провел свой последний бой против Анвара Абаталимова, тоже из Приморского края, из Владивостока. Все мы знаем, что кавказские бойцы сейчас ведущие бойцы в России, да и в мире тоже. Тот же Хабиб Нурмагомедов,
Лабид Магомед Шарипов. Ну и многие бойцы сейчас удачно участвуют в ведущих мировых промоушенах. И кавказские парни тоже присутствуют на Дальнем Востоке и представляют свои регионы, где они живут и тренируются. Таким образом, Игнат Андросов побеждает свою 4-ю победу и ждет следующий бой.